Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что скрыто от вас сейчас. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Похоже на вчерашний расклад. Человек очень чувственный. Вы очень близко воспринимаете к сердцу любую информацию. Тут люди, которые смотрят мелодрамы и плачут, смотрят какие-то острые фильмы и переживают. Вы можете это даже переживать как наяву. Также переживаете сны, чужие ситуации и так далее. Здесь человек очень крайне чувствителен, и он чувствует даже, что творится у других людей, внутри человека. Ауру считывать может человека или пространство, где он находится. Старательная, заботливая, внимательная к своим детям, к своим близким, к своему чаду. Вы человек, скорее даже, который всю себя полностью, душу, воспитание, вот это вот все отдает детям. Да? Вы пытаетесь именно вразумить человека, детей вернее, да, дать понять, вы не просто ругаете нельзя, а вы доходчиво объясняете почему. Да, вы стараетесь не ругаться, стараетесь именно сдерживать свои эмоции и объяснять. Также здесь показывают человека, который очень много о чем мечтает. У вас есть желания, у вас есть какие-то мечты, которые вы хотите реализовать в жизни. Вы хотите, да, добиться чего-то такого, я бы сказала, не как у всех. Это может быть какое-то определенное такое желание. Может быть, построить даже вот какое-то сооружение, да, непростое какое-то сооружение. Вы можете, например, хотеть мечтать о каком-то красивом замке и так далее. Также вы человек очень умный, начитанный, просветленный. Вы можете работать учителем, коучем, давать какие-то знания, писать, может быть, курсы какие-то и так далее. У кого-то здесь идет самообучение, саморазвитие. Да, здесь, возможно, с самого детства вы уже чего-то там изучали. Здесь может такая профессия у вас быть, где вы научились чему-то через интернет или какие-то социальные сети, там, да, компьютер там, и так далее. Вы чему-то обучились. Есть знания, есть определенный опыт какой-то, может быть. Но вы такая женщина, которая не даст себя в обиду, своих деток. Вы думаете, вы даже можете находиться в семье, в отношениях, но вы думаете в первую очередь о себе и о детях. И здесь не думайте, как он, да что с ним. Вы думаете о себе и о детях. Здесь правильное направление мышления. И тут показывает, да, что вы думаете наперед, возможно, продумываете какие-то планы тоже наперед, составляете списки и так далее. У кого-то здесь есть список желаний, да, у кого-то в виде фотографий, чего я хочу добиться или, в принципе, чего я хочу купить. Может быть, кто-то очень часто составляет какие-то скриншоты, делает скриншоты, да. Влюбчивая, открытая. Вот по чувствам вы очень такая, влюбляетесь быстро. Стоит, опять-таки, здесь, да, вам сказать пару каких-то ласковых слов, вы уже, знаете, рот открыли, вы уже поверили, вы уже углубились в это. Ну, тут такая натура романтичная. Здесь нельзя сказать, что вы такая жесткая какая-то. Да, вы бываете холодна, но только при каких-то негативных ситуациях, связанных в ваш адрес. В принципе, в целом, да, вы любезны, вы общительны, вы приятны. Как собеседник вы очень приятная. Вы, кстати, такая еще, знаете, умеете
Вот к вам нужно в какой-то степени еще заслужить вот это вот ваше какое-то доверие, доброту, любовь. И здесь то чувство, когда вы на себя берете какие-то обязательства, которые должен исполнять кто-то другой. Здесь из этого пользуется кто-то, да, что вы как мать, например, должны, и вы это обязательно сделаете, а я умою ручки и буду отдыхать. Вот как-то так. Или это ваша работа, да, вы должны это исполнить, а я сложу ручки и буду отдыхать. Это может быть или в семье, в доме, да, или это может быть в рабочем процессе. Здесь кто-то пытается вот как-то хитрить с вами. И вы человек такой, до поры до времени вы добра, да, даете шанс, вы, может, даже и чувствуете, что вами пользуются, но потом вы дёрно дадите, да, а вы обязательно свое заберете. Здесь гуру, какой-то учитель по жизни, человек, который, может быть, составляет цитаты, любит читать цитаты, вот что-то такое есть у вас. Также здесь вы предвидите и очень хорошо предчувствуете. Здесь очень хорошо проработана интуиция. Чувствуете, что вот-вот что-то назревает. Чувствуете, на самом деле, да, атмосферу, ауру вокруг людей. Вы рядом можете сидеть с незнакомым человеком и чувствовать, считывать информацию, что болит у человека, что тревожит его, что, может быть, да, вы также, я бы по мечевой королеве сказала, что вы интересуетесь, может быть, очень психологией. Почему, например, человек сидит напротив вас, незнакомый, да, скрестил ноги, руки. Это закрытое пространство. Да, человек к себе никого не подпускает, никому не доверяет. Вот по таким каким-то признакам можете считывать людей тоже. И вам это нравится, да, вот в этом есть какой-то такой интерес к психологии, интерес, может быть, к каким-то потаенным знаниям. Вот это именно по вашей характеристике. Так, в целом, да, вы не выкладываете все наизнанку, да, вы хороший рассказчик, собеседник, открываете душу, но не до конца. Вы скрываете то, что является личным. Личное, оно и есть личное. Вот как-то так. Но очень приятный человек. Тут человек родился в белой рубашке. Отвела вас судьба недавно от какого-то несчастного случая. Почему-то слово сюда идет «берегись автомобиля». Помните, да, такой был фильм, но сюда пришло вот именно вот это словосочетание «берегись автомобиля». Здесь, может быть, кто-то был обережен от какого-то транспорта. Может быть, что-то могло случиться, произойти. Будьте осторожны, бдительны, внимательны. Смотрим дальше. Что скрыто от вас сейчас? Какая информация от вас сейчас скрыта? То, что вы на начале пути, притом вам не кажется, что вы к чему-то идете, вам может казаться, что все стоит на месте. Да, у вас есть цель, но все стоит на месте, ничего не меняется, ничего не происходит. Вот могут быть какие-то погодные условия не те, да, дожди, да никуда я не поеду, или как я поеду, или пойду, меня это останавливает, но я хочу к этому идти, или туда идти, туда ехать, но останавливает. И вы можете спешить к этому и считать, что это будет правильным, если я поеду, отправлюсь туда сейчас. Но если же случились какие-то обстоятельства, которые вас останавливают, это к лучшему. Останавливает вас, дабы, опять-таки, я говорю, ничего не произошло сверх чего-то страшного, да, что может как раз-таки усугубить ситуацию. Вы знаете, доверьтесь Богу. Бог знает наилучшие варианты всех путей. Поэтому все, что не делается, повторяйте такую фразу, все делается к лучшему. И вот, скорее всего, то, что вас куда-то сейчас не допускают, или не время, да, или не стоит пока. Повремените, попробуйте с другого раза, в другое время. Но вы очень так туда спешите, торопитесь, хотите получить какую-то цель, притом здесь цель связана, может быть, даже с чем-то таким глобальным, серьезным, да, решительным.
кто-то собрался даже уходить из каких-то отношений. Это могут быть отношения, где все уже припекло. Но если вас останавливают не уходить из этих отношений, еще побыть там какое-то время, может быть, и даже 2 дня или день буквально, да, это может очень сильно повлиять на вашу жизнь. То есть, если останавливают, сидите пока, не дергайтесь. Потому что могут сорваться какие-то ваши планы, и вы так и не придете к своей цели. На самом деле, Бог знает лучшие пути. Здесь наблюдение свыше за вами. Здесь теплая карта. Здесь заботятся о вас. Здесь, я бы даже сказала, хранят вас. Бог хранит вас к чему-то лучшему. Так и говорите. Бог хранит меня к чему-то лучшему. Можете прописать в комментариях, можете на листочке, где угодно. Вас, знаете, даже от чего сейчас охраняют? От того, чтобы вы не попали в какой-то капкан. Здесь готовится какая-то ловушка, а здесь хитрость какая-то идет. Здесь хитрость именно может связана быть с вашими целями. Да, что не реализуются ваши планы из-за того, что если вы поедете вот именно насильно, сквозь бурю и мглу, я еду, да, меня не останавливает. Вот, можете потерять. Вас высшие силы именно защищают от ситуации, которая негативная, связанная с обманом, с хитростью какой-то, с подоплекой. Вы знаете, тут даже так скажу, что может быть так, что сейчас бы вы поехали, получили бы чего-то, но очень-очень мало или вообще бы не получили. Вы всегда знали, что эти стулья продаются там, вы туда приезжаете, ни одного стула нет. Но стоит вам повременить, тоже может так быть ситуация. Вы туда приедете, а там будут еще лучше стулья, чем вы хотели купить в прошлый раз, за которыми гнались. Да, но двери были закрыты. Вот как-то так. Здесь ситуация может быть наиболее благоприятнее для вас, нежели в прошлом. Хорошо подумайте. Вот прям карты вас предупреждают, да, очень хорошо взвесить все. Хорошо подумать и подумать, что вас конкретно останавливает. А не нароком ли, да, а не просто ли так на самом деле останавливают. Что что-то может быть повременить, заняться другими делами какими-то, отложить то, заняться чем-то другим. Да, здесь будет наиболее эффективнее результат, лучший результат для вас, прибыльнее. Еще здесь больше бы говорила о прибыли какой-то, выгоднее, да, дороже, больше. То есть для вас. Поэтому повремените, отдохните, может быть, проспитесь или чего-то поучите. Почитайте, может быть, даже, да. Или почитайте внимательно об этом информацию, к чему вы стремитесь. Но здесь сразу идет туз пентаклей. Это говорит о повышение вас в чем-то, о резком приходе большие деньги, большие результаты. Здесь не бесплатно, здесь за какие-то проделанные шаги, да, что-то вы преодолели или выучили, может быть, и старались, работали над этим. Здесь не бесплатно, да, все было так, что с неба упало. Нет, здесь вы прилагали к этому какой-то труд, медленный, но верный. Или постепенность здесь могло быть и, знаете, вот потерпи, вырастет что-то в цене, там, квартира, да, они же бы продали сейчас. Вот какие-то такие моменты, которые подсказывают на то, чтобы вы повременили. Так, смотрим еще. Что скрыто от вас сейчас? Да, здесь вот пытаются как-то вас затянуть именно в какой-то такой капкан. Здесь хитрость, здесь обман. Будьте предельно осторожны и будьте, вы знаете, вот сюда слово идет начеку, внимательны. Вы это увидите. Просочится информация или просочится этот обман. Все же будет какая-то ясность, что здесь обман, здесь, да, уловка какая-то, хитрость. Здесь вы пойдете скорее в обходную другим путем к своей цели.
Обойдете какой-то обман, какую-то ложь. Может, чье-то предательство даже. Вы обойдете это. Да, здесь может быть даже так, что вас хотели в чем-то разуверить. Вы в это верили, да, вам будут говорить, да не, небо зеленое. И вы начнете верить, что небо зеленое. Вас хотели именно одурманить, да, чтобы свести как-то с вами счеты или отомстить вам за что-то. Ну, здесь больше такое даже подосрать, вот просто элементарно. Здесь может даже реакция ваша быть на то, что я с кем-то разойдусь. Именно в будущем. Кто-то здесь с кем-то разойдется из-за обмана, из-за какого-то предательства, хитросплетения и так далее. Перестаньте вообще общаться, выйдите в победу, когда разорвете свои какие-то отношения с такими людьми. Выйдите в победу. Здесь показывают даже какой-то прорыв, какой-то такое, знаете, когда человек выплюнул и вздохнул глубоко, легко и ясно. Когда до человека что-то дошло, когда до него дошло, человеку лучше стало все восприниматься, да, он яснее стал действовать, все видится, все слышится, человек понимает, куда ему идти. То есть здесь вот расчищение даже путей, дорог. Я говорю, кому-то стоит здесь и почиститься, можете самостоятельно почиститься. У нас в телеграм-канале прикреплена ссылка «Чистка по Отче наш». Также в описании под видео «Чистка по Отче наш» есть. Приходите. Смотрите, именно в цикл убывающей Луны. Здесь показывают много людей, которые, знаете, вот считают, что вы чего-то недостойны, вы не получите, да, вот вы, может быть, на слуху кому-то передавали информацию о том, что вы хотите в этой жизни получить, достичь и так далее. У людей здесь свои какие-то нравы, и эти люди не хотят, чтобы вы получили определенно, да, что-то, о чем вы мечтаете, произносите вслух. Вот вы скажете, я хочу яхту. А люди, вы знаете, как-то пытаются и высмеивать. Яхту она захотела. Да, иди работай, вот, иди вот много работай. И какой-то такой, а почему я, да, не могу и с легкостью получить яхту? Почему вы сразу вот напрягаете на меня какие-то вот именно иди заработай, да, а может я лотерейку вытащу, да, и выиграю. Почему-то у людей вот есть такое, что вы должны, как и я, да, там ишачить. Вот кто-то может конкретно так думать, чтобы что-то получить. Каждый же получает по-разному, да и по заслугам в том числе. Но здесь показывают, что вся ситуация вообще будет разруливаться с помощью высших сил и с помощью ведающих людей. И вы можете, да, вот обратиться куда-то, вы можете почувствовать что-то, тоже имеет место быть, что вы сами почувствуете. Здесь интуиция будет подсказывать, здесь будут ситуации приходить в вашу жизнь такие ясные, понятные. Может быть, вы начнете встречать постоянно красные автомобили, которые будут именно подсказывать, да, вам, что вы двигаетесь в правильном направлении. Вот как девушка пишет, что ко мне приехало такси красного цвета, вот как раз после расклада. И вот тут то же самое, может быть, что-то, да, пошла и уткнулась, или вот приехала именно на ваш адрес, да, такси красного цвета, или я села в машину красного цвета, или вот прям на глазах передо мной остановилась, едете в автобусе, да, уткнули свой взгляд в машины, и раз резко около вас остановилась красного цвета. Вот именно это будет подсказка извне, да, что вы двигаетесь в правильном направлении, по направлению к своей победе. По направлению к своей победе. Здесь люди еще такие с подковыркой какие-то около вас, которые вот пытаются как-то помешать, нарушить ваши планы. Даже вот элементарно позвать вас куда-то отдохнуть, да не работай, отдохни, да поехали с нами, да тра-та-та. Им плевать на то, что вы двигаетесь к своей цели. Да, им важны свои какие-то выгоды, что с вами в компании весело, да, вы развлечете, вы рассмешите, вы еще что-то, да, вот и так далее. Или вы в чем-то поможете, подскажете, ну кто знает. Вот люди держат какие-то свои выгоды, но не интересуются именно то, что, да, у вас свои тоже есть дела, у вас своя личная какая-то своя жизнь, вы стремитесь к цели, вы хотите добиться чего-то, никто этим не интересуется, всем плевать.
тем самым, да, вот подрубают именно ваше счастье, ваш успех. Здесь показывают вас полноценно счастливой в будущем. От вас это сейчас скрыто пока, да, в тайне. Информация в тайне от вас. Но вы будете очень счастливым человеком. Знаете, здесь очень кому-то сильно повезет в каких-то отношениях. Здесь тоже такое может проиграться. Или счастье, да, у вас может заключаться в чем-то даже элементарном или очень крупном. Но то, о чем вы думаете, то, на что вы строили какие-то свои планы, здесь будет это. Но главное, прислушивайтесь своего сердца, своей интуиции. Она не подводила еще никого. Интуиция. Здесь именно четко выводит вас на тот уровень, когда вы будете счастливой, довольной, да, довольной всем, довольной какими-то своими результатами. Здесь не просто порадовалась и завтра забыла. Здесь на постоянной основе человек чему-то рад. Рад, что чего-то пробил какой-то потолок, добился чего-то, получил что-то, да, удачно вышла замуж там, и так далее. А у кого-то здесь может проиграться, вышла за того человека замуж, о котором мечтала, да, вот о таком партнере. Может быть, даже сами вслух начнете такое и произносить. Ой, прям рядом со мной тот человек, о котором я мечтала. Здесь показывает вашу, опять-таки, счастливую позицию. Да? У вас жизнь как будто с нового листа, как будто не было прошлого. Здесь вот какое-то новое начало, новая жизнь, счастливые моменты, счастливая жизнь. Внутри прям вот счастье. Счастье изливается вот в виде такого кубка, как вы видите на фото. Да, человек полностью счастлив. Вот по данной карте вы можете загадать свое желание, связанное с вашим счастьем. То, о чем вы мечтаете, оно обязательно исполнится. Вот смотрите сразу на две карты. Не на одну отдельно, а вот сразу на две карты. Никуда не обращивайте свое внимание. На задние карты, например. Вот только на эти две. В совокупности и загадывайте желание. В конце обязательно произнесите «исполнено». Кто-то в конце произносит «истина», что есть тоже верно, или «исполнено», тоже верно. И так можете. Хорошо. Смотрим дальше. Что еще от вас сейчас скрыто? Чьи-то проблемы. Кто-то сейчас, да, вот, находится в каких-то проблемах. Вот это от вас сейчас скрыто. Не показывает это на показ. Это кто-то из ваших близких не показывает на показ какую-то свою внутреннюю психологическую борьбу. Может быть, даже человек тщательно скрывает какое-то психическое негодование свое. Вот просто тревожит его это, но он это тщательно скрывает. Скрыто от вас. Вы знаете, здесь идет та информация, как будто бы на этого человека кто-то может негативно как-то магически влиять. Или человек что-то подобрал негативное. Да, вот как делают сброс на ключи, на монеты, на расчески и так далее. Вот тут именно что-то такое, да, пуговица особенно. Нельзя поднимать никогда ни ключи, ни расчески, да, чужие, ни пуговицы, ни монеты, особенно с перекрестков. И вот то чувство, как будто бы что-то на этого человека перешло. И человек сейчас внутри это все переживает. Чью-то проблему переживает. Здесь даже, вы знаете, я бы сказала, человеку поможет. Тут идет слово «внутренний голос». Да? Внутренний голос. Что-то его сподвигнет помолиться, сходить в храм, зажечь свечу. У человека будут признаки, подсказки того, что нужно сделать. Это как наш организм, наше тело чувствует, что мы хотим воду, мы хотим кислую воду, мы хотим лимоны, может быть, мы хотим яблоки. И вот вкус к чему-то держим, да, очень остро. И вот тут человек именно почувствует, что ему нужно это, да, и человек к этому придет. Не до всех это приходит, да, вот тут, или кто-то бывает не слышит, но тут человек однозначно услышит внутренний голос. Помолиться даже, пойти в храм, поставить свечу там и так далее. Что скрыто от вас? Вы даже можете почувствовать, что как-то отношения поменялись из-за этого. Человек стал другим, как будто подменили. На самом деле есть та теория того, что здесь подменили человека. Да, человек именно
проносит, несет в себе чужую какую-то ауру. А притом это, знаете, что-то такое темное. Вот сгусток именно каких-то проблем внутренних. Что от вас скрыто? От вас скрыто, что какой-то там мужчина пытается вот как-то вас силой мысли притянуть к себе. Он хочет, чтобы его любили, испытывали к нему какие-то эмоции. Человек, может быть, очень часто выкладывает какие-то статьи или фотографии в социальную сеть ради того, чтобы вы обратили на него внимание, привлечь к себе внимание. Он может на ваших глазах, даже в вашем окружении где-то, ну здесь расстояние показывает между вами, где-то, да, вот пытаться, чтобы вы обратили на него свое внимание. Вы дали какую-то оценку, поставили высокую оценку, может даже в большей степени не просто оценку, да, а влюбились в него, да, человек испытывает к вам такие эмоции, хочется вот вас к телу поближе. Чувство есть, чувство раскрывается как бутон, то чувство, когда вот что-то зреет. Вы подливаете, хочется так сказать, масло в огонь, да, или вы растите, взращиваете в нем именно вот это вот зерно любви по отношению к вам. Все больше и больше. Вы звезда. Вы здесь притянули именно своим внешним видом. Да? Может быть, где-то вы увиделись, или вы не заметили, а он увидел, прошлись, дали себе променаду. Да? И вот тут раз, и человек вас заметил. Очень красивая. Очень красивая. Даже вот хочется такой женщине предложить свою какую-то помощь. А может быть, вам понести пакетик, сумочку, да, или еще что-то отвезти, привезти. Но здесь есть какая-то неясность, еще непонятность, кто вы такая, чем занимаетесь, да, вот есть какой-то внешний образ, облик. Человек влюбился. Ну, вы подстать. Вот он говорит, что вы ему подстать. Он император, вы императрица. Вы очень сильно подходите или похожи друг на друга. У вас есть какие-то общие моменты похожие по характеристикам, по цветам, по гаммам каким-то, да, может быть, по стилю, одежда, там еще что-то, да, вкусы там и тому подобное. Вот что-то есть у вас схожие, схожести какие-то. Он видит вас, себя. Он даже не хочет представлять, что здесь еще кто-то есть. Хотя у такой женщины не может быть такого, что она одна. Да, у вас точно здесь кто-то есть. Он подозревает об этом. Его эти мысли отодвигают от вас, потому что если кто-то есть у нее, да, чего я буду туда вмешиваться? Человек не хочет разрушать какие-то семейные уставы, да, если все же вы еще и любите кого-то, он не хочет туда лезть. Но о такой женщине, да, он желает, мечтает и так далее. Вот это вот чувство какого-то императора скрытые. Человек не проявляется. Человек пока не проявляется. А будет ли проявляться? Давайте посмотрим. Ну, здесь сразу на 2 колоды. Будет проявляться. Здесь действие. Здесь может быть скорость, внезапность какая-то. Да? Здесь может быть и в виде сообщений. Но больше здесь скорее какие-то будут действия с его стороны в ваш адрес. Человек проявится. Долго так не вытерпит уже сидеть. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.